Завершилась длительная спасательная операция в национальном парке Юга-2. Сотрудники Спаскоми-комитета ГО ИЧС только со второй попытки смогли добраться до группы московских туристов, которые задержались в походе и остались без провизии. Подробности произошедшего нашему корреспонденту рассказал исполняющий обязанности начальника управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности городской администрации Марат Хатмулин. Напомним, москвичи вышли на турмаршрут еще 8 марта. По плану должны были зайти в населенный пункт 23 марта. Студенты заявились на поход третьей категории сложности, но неправильно рассчитали продолжительность похода, расстояние и количество продуктов. За время похода они уже обращались за помощью к спасателям, когда 10 марта один из туристов потерялся. Его нашли на болотах, куда он ошибочно свернул на развилке, отстав от группы. ГИДД администрации муниципального округа Интау поступила информация о том, что тургруппа в составе 8 человек вывелась из графика движения и сообщила, что у них заканчиваются продукты и требуется помощь. 23 марта к ним выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда Интинского. Первый день они к ним не смогли пробиться из-за погодных условий. На второй день, 24-го, они до них доехали, оказали помощь, передали им продукты питания. 4 человека изъявили желание поехать уже в Инту со спасателями. 4 человека продолжили движение самостоятельно в сторону города. И 25 числа все благополучно вышли, все живы, здоровы. Спасатели отработали как положено. 25 марта группа туристов из Москвы в полном составе вышла с территории национального парка Юга-2. По словам специалистов, весной, как правило, пробуждается не только природа, но и интерес у туристов. Именно поэтому было принято решение в весенний период усилить меры безопасности. Весенний период на турбазе Желанный организовано круглосуточное дежурство спасателей. Там дежурят и наши спасатели, и приезжают с Печорского ОСО. Потому как в этот период у нас большой наплыв туристов, как на снегоходах, так и пешие туристические группы идут. Поэтому для того, чтобы оперативно оказать помощь им, если что-то случилось, спасти, спасатели дежурят прямо там. Случаи бывают разные. Таких ситуаций, чтобы где-то были жертвы или терялись люди, слава богу, у нас в этом году не было. Но всем, кто имеет желание посетить наш национальный парк, соответственно, необходимо соответствующим образом обратиться, зарегистрировать свою группу, чтобы их путь отслеживали. Ну и принимать во внимание, что в этом году количество осадков большое, зима была относительно теплой, ручьи, реки, лед непрочный, где-то уже ручьи вскрываются, то есть что затрудняет и спасателям добраться своевременно. То есть там сейчас, к сожалению, на технике снегоходной, даже на вездеходах, добраться зачастую очень сложно. Поэтому надо продумывать весь свой маршрут, все возможные эти неприятности, которые могут произойти, то есть подходить к этому обдуманно, в том числе и с запасом провизии, экипировки и так далее. Группы, которые ходят, они подготовлены спутниковые телефоны, потому что сотовая связь там, понимаете, отсутствует. Поэтому, и в крайнем случае у нас информация по всем официально зарегистрированным тургруппам имеется время, дата их выхода. То есть старшие группы, как правило, когда они выходят, заканчивают свой маршрут, они отзваниваются, мы получаем информацию, что все в порядке, с контроля их снимаем. Если такого звонка не происходит, значит, мы начинаем уже работать совместно со спасателями, совместно с работниками парка Юга-2. То есть эти вопросы, пока группа находится на территории, она находится под контролем.
Специалисты Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации напоминают, что перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться в соответствующем поисково-спасательном подразделении МЧС и получить всю необходимую информацию об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи. Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют внимательно изучить меры безопасного поведения в горах. В первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви. Среди вещей в обязательном порядке должны быть теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.